В день выборов практически рядом с каждым избирательным участком ощущение праздника. Творческие коллективы выступают тут и там. В столице Коми городоначальник лично посмотрел на концертные площадки, убедился – день микрорайонов удался на славу. В первую очередь это желание создать хорошее настроение, создать такую праздничную атмосферу в разных районах города Сыктывкара, чтобы детки могли прийти, чтобы взрослые могли выйти, отдохнуть душой, поплясать, попеть. Ну, я считаю, что немножко сегодня прохладно, но я думаю, это не испортит нам настроение. И то, что я проехал по всем площадкам, посмотрел, везде много людей. Пока взрослые выбирали будущее страны, для детей устроили кукольную мозаику. Самые спортивные встали на коньки. Бывший игрок строителя Михаил Цивунин для хоккеиста провел веселую эстафету. Погода солнечная, морозная. Прям выходной очень радостно. Детям очень нравится. Выборный день в Визенке тоже был спортивным. На стадионе встретились местные юные хоккеисты с межадорцами. Во дворах гремели настоящие футбольные баталии. Этот боевой настрой заметно оживлял присутствие сельчан на участках. С моей точки зрения, это, конечно, мое мнение, все-таки люди в селе и люди в городе отличаются немножко друг от друга. Те, кто здесь вырос, прожил всю жизнь, он, как правило, знает не только людей из соседнего дома, но и всех сельчан. И отношения больше можно охарактеризовать или назвать между ними это добрососедские родственные. Приподнятое настроение жителей республики чувствовалось и на избирательных участках, куда люди приходили целыми семьями. Здесь голосующие приходили в восторг от технического новшества этих выборов. На самом деле это хорошо, что мы потихоньку становимся современнее, и в том числе в организации голосования. Это очень просто, это очень удобно, на самом деле это даже круто. В Сыктывкаре в день выборов настоящий праздник устроили для любителей экстремального спорта. Здесь прошел финальный 4-й этап Кубка главы Коми по ледовым гонкам «Супершип». Зрелищные соревнования впервые за 10 лет горожане смогли посетить абсолютно бесплатно. Такой подарок организаторы сделали в честь десятилетия клуба. Еще из новшеств – онлайн-трансляция на большом экране стадиона, чтобы зрители видели все происходящее как вживую, так и на экране, поскольку, по словам организаторов, зачастую из-за облаков ледовой пыли, которые поднимаются из-под колес, не все моменты видны. В этом году у нас получился гораздо лучший сезон, чем в предыдущие года. Во-первых, и зрителей больше, и сами гонки гораздо интереснее, чем в прошлом. Немножко меняются правила, допуски. В этом сезоне мы почти весь сезон прошли на шипах 4,5. Финал проводим на шипах 1,5 миллиметра. На финальный этап гонок вышло 14 спортсменов из Коми и Кировской области. Лучшие шансы на итоговый успех были у сыктывкарцев Николая Новожилова и Ивана Турышева. У лидеров в итоге возникли проблемы по ходу заездов. Турышев вылетел с трассы, Новожилова в одной из гонок вывел прямой конкурент. Однако это не помешало гонщику оказаться первым в общем зачете. Воркутинцы, несмотря на минус 30 и сильный ветер, 18 марта проводили зиму. На сцене у спортивного центра «Олимп» горожан развлекали творческие коллективы. Самые активные пробовали свои силы в игровых и спортивных конкурсах. Ну а кульминацией праздника стало сжигание чучела, что по задумке обязательно приблизит наступление весны. Елена Кононова, Виктория Палкина, Таисия Жакова, Любовь Лапина, телеканал «Юрган».